Сергею Моисееву приготовиться орденоносной главе православно-татарской общины Динаре Бухаровой. Спасибо, Кирилл, что предоставил возможность выступить. Ну, я уже выступал примерно на эту же тему некоторое время назад. Тезисы повторю, потому что есть новые люди, которые не слышали. Смысл в том, что когда стал изучать историю Куликовской битвы, то обратил внимание на то, что ставка Мамая находилась на месте нынешнего Каховского водохранилища. И когда Мамай был разбит, то, соответственно, вопрос, куда побежали остатки войска Мамая после поражения? Ну, естественно, они побежали на свою базу. А эта база теперь находится на территории Украины. Соответственно, это низовье Днепра. И Днепровское казачество, вот оно зародилось из остатков войска Мамаева, которое было разбито Дмитрием Донским. И мы знаем, что сын Мамая, звали его Сартак, он служил литовскому князю и даже спас литовского князя от смерти, по легенде, при урочище Глинском. И он принял крещение, стал православным и взял фамилию Глинский. Отсюда пошел род Глинских. Поскольку Мамаю принадлежал нынешний восток Украины, весь юго-восток Украины, вот все эти области, начиная от Чернигова, заканчивая Одесской областью, то, соответственно, все эти земли вошли в состав Литовского княжества, и Литва, она была на тот момент православной, как уже Кирилл говорил, было две Руси, Русь Литовская и Русь Московская, и язык в Литве был тоже русским, государственным. Поэтому татары таким образом обрусели, если так можно выразиться, они стали православными, и войско Мамая приняло крещение в большинстве своем. И это войско Мамая теперь нам известно как Запорожское казачество. Если мы возьмем картинку «Казак Мамай», то мы увидим запорожского казака, который играет там на бандуре. А легенда такая, происхождение этой картинки. Естественно, войско Мамая состояло из разных этносов, оно было разношерстным, и были там и тибетские представители из Тибета, и тибетские монахи. Мы знаем, что Челубей, он был колдуном высшего, магом высшего посвящения, заговорен был тибетскими монахами, и когда он погиб в схватке с Челубеем, то, по сути дела, нарушились основы бытия у войска, которое верило вот в эту магию. Для них это было невозможно, потому что до этого он не проигрывал ни одного сражения, и тело его принимало свойства камня, его не брал ни лук, ни стрелы, ничто его не брало. И тут вдруг происходит, по понятиям тогдашней Орды, происходит чудо. Погибает в схватке Челубей. Этого быть не могло по определению, потому что он был бессмертным. И когда он погиб, войско испытало глубочайшее потрясение. И Мамай, когда бежал с поля битвы, он сказал фразу абсолютно истинную. Он сказал: «Силен Бог русский». В данном случае войско Мамая пошатнулось в своей вере. И, соответственно, какой Бог силен? Русский. Значит, какую веру надо взять? Русскую. И так далее. И вот отсюда пошло то, что войско Мамая приняло крещение. Вот в наследство они взяли вот эту картинку, которую по легенде рисовали Будду. Ну, она как-то там гуляла по рукам, да, потом это уже стал не Будда, потом это уже стал казак Мамай. Вот такое вот напоминание о корнях и происхождении запорожского казачества. Но поскольку Глинский был князь православным, то в тот период, когда в 1395 году Литва заключила унию с Польшей, и литовские князья стали исповедовать католицизм, то русские князья, находившиеся в составе литовского княжества, они этому воспротивились и, естественно, подняли восстание. И, если так можно выразиться, зачинщиками этого процесса были опять-таки князья Глинские. После нескольких русско-литовских войн Литва потеряла треть своей территории, и князья Глинские перешли на службу русскому государю. И вот недалеко здесь есть Черниговский переулок, куда они переехали и поставили храм Михаилу Черниговскому и черниговским святым.
Он стоит до сих пор. Вот, это белоснежный теперь храм. Может быть, сначала он был деревянный, но в 17 веке он уже был каменный. И переулок сохранил свое название. Но что самое интересное? Самое интересное то, что Елена Глинская, это племянница Михаила Глинского, самого могущественного князя на тот момент, который присягнул русскому царю, она потом стала царицей и матерью Ивана Грозного. И таким образом мы видим, что в Иване Грозном течет кровь с одной стороны Мамая, а с другой стороны в нем течет кровь Дмитрия Донского. И Елена Глинская покорила Москву. Почему? Ну, в каком плане? В том плане, что она была православной и русской. И поэтому мы говорим о чем? О том, что сюда вход никому не воспрещен, если он является носителем того же культурного кода, что и русские люди, которые жили на тот момент в Москве. И копейка, которой до сих пор пользуемся, вот это было тоже новшество, которое принесла Елена Глинская. До сих пор вот память о ней хранится именно вот в этом. И что еще важно отметить, что, как многие говорили, поскребешь русского, найдешь украинца, да, там, татарина и так далее. Действительно, вот Кирилл сказал, что наши национально сведомые, так сказать, товарищи, да, они нам постоянно пеняют, что русские это вот типа, дескать, сплошные татары, у них они азиаты, и у них нет там, поскольку они сами язычники, по своей сути, все украинский национализм, он в основе своем несет язычество. Это неоязычество. И для них очень важен фактор крови. Они постоянно копаются там, выясняют, в ком какой крови больше. И вот, значит, у русских больше татарской крови, у них меньше. И вот этот факт, что, по сути дела, все казаки это и есть татары, да, то он опровергает, скажем, эти все их построения инсинуации. Кровь, она вторична, как сказано, во Христе нет ни эллина, ни иудея. Я вот даже свою родословную немножечко изучал и выяснил, что по матери у меня две фамилии, Буторины и Пановы. Ну и внешне, соответственно, у меня Пановская. А Панов, это казачий род Пановых, он начало свое имеет от Никиты Пана и Савла Ермака. Ну, соответственно, казаки, они были вот такой вот внешности, которой вот я сейчас на себе и не являю. Когда меня спрашивают, ты русский, а какой же? Конечно же, русский. Вот. Поэтому в данном случае мы говорим о том, что Русь, она строилась не по этническому принципу, а по принципу цивилизационному. Если мы будем строить по этническому принципу, то мы пойдем по пути Украины, это будет дробление и уничтожение государства. А допускать этого никак нельзя. Поэтому мы уже 1000 лет, слава Богу, живем, русские и татары. Разные были периоды, но вот как Кирилл сказал, что и вот день 4 ноября, это очень важный праздник, День народного единства, который о чем? О том, что у татар была возможность ударить в спину Москве, у Казани была возможность ударить в спину Москве, но этого не произошло, потому что к тому моменту татары уже ощущали себя неотъемлемой частью России. Ну и думаю, что впредь это будет таким же образом. Спасибо за внимание. Спасибо.